Коробит, что город у нас, пока ехала сюда, едут на машине, женщины, мужчины. Пока я ехала, уже передо мной 5 окурков выбросили из машины. Уже касается поведения, да? Как разговаривают люди между собой в транспорте? Вот опять-таки, с чего далеко ходить с примером, шла сюда, сидят два мужчины в квартире. Перед ними стоит бутылочка пива, такая большая бутылочка пива. И мат за матом. Мат за матом. То есть, в общем, слов там нормально не услышишь. Ну, а дети мимо ходят. То есть вот эта бутылочка с пивом, этот мат за матом, опять-таки стереотипы, что так можно. Раз взрослые так делают, значит, наверное, так можно делать. Но опять-таки семья. В семье. Все-таки семья та обстановка, в которой человек чувствует себя раскованно, свободно. Там, наверное, в некоторых семьях можно услышать вообще много чего. Хотелось бы, конечно, избежать все-таки в других городах, когда идешь по улице, ну там чистый асфальт, там чистая плитка. Очень у нас отличительная особенность здесь в Бурятии, в Улан-Удэ, заплеванные тротуары. Вот я ни в одном городе, честно говоря, такого не видела. Ну да чего это происходит? Ну а что плеваться-то? Ну ты идешь, захотелось тебе, отойди куда-нибудь в стороночку, да, пусть их там, ну там принесли, немного. Но так идти и прямо открыто плеваться, конечно же, это не радует. Вот, пожалуй, когда выходишь, да, вот, в мир, на улицу, вот эти вот, это вот все портит настроение, честно говоря. Все это портит настроение. Мягко, если так характеризовать. Ну, даже, да, возьмите, как люди общаются на дороге, то же самое. А ведь все-таки, казалось бы, у людей, ну, если есть машина, я так считаю, все равно какой-то достаток там, более-менее уровень жизни есть и достаток водится. Но если ты сумел заработать деньги, то, значит, все-таки, наверное, ты уже умеешь общаться с другими людьми и выражать свои эмоции, свои слова каким-то другим образом, культурным образом. Почему на дороге у нас элементарно люди не уступают друг другу? Скорее всего, лучше столкнуться друг с другом, потом выйти друг на друга там и кричать. Вот. Потом, как следствие, долго-долго ремонтировать машину, ходить там по различным инстанциям, судам, доказывать, что ты не виновен и так далее. А в принципе-то можно было, наверное, при высоком уровне культуры, поведения, вообще вот избегать таких вещей. Ну, может быть, слишком наивно все это звучит, иногда пафосно, но, по крайней мере, никто эту культуру за нас поднимать не будет, не приедет никакой волшебник на голубом вертолете. Если мы сами не захотим жить в обществе культурных людей, то значит мы будем жить в обществе некультурных людей. И будем сталкиваться ежедневно с этим. Что сейчас? А сейчас невозможно сделать замечание никому. В ответ раздастся такая тирада туда, куда ты должен пойти, что, в общем, в следующий раз как бы замечание сделать уже не захочется. Но тем не менее, мне кажется, что если мы потеряли уже там несколько поколений, которые ведут себя так или не иначе, пьют спиртные напитки в открытую на улицах, разговаривают матом, бросают окурки, плюются, не знаю, дерутся там, обзывают друг друга, то, мне кажется, все-таки у нас же есть, у нас рождаются новые наши человечки, новые земляне, новые жители этого прекрасного края, республики. Поэтому, мне кажется, вот с них надо сюда все селить.